Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. О чем вам нужно знать прямо здесь и сейчас? Если тема интересна, если вы действительно желаете узнать, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, но здесь явно кто-то в жизни запутался, либо вокруг вас кто-то расставляет путы, да, вот сетки расставляет, интриги плетет. Достаточно непростая ситуация. Смотрите, если это именно вы вот не знаете, как правильно поступить, какое действие предпринять, какое решение выбрать, какое действие совершить, то здесь все очень просто. Достаточно от чистого сердца обратиться к своему ангелу-хранителю и к духам своего рода. И вы обязательно получите подсказочку и совет. Кто-то получит через сон, кто-то получит через информацию. Да, вот человек вам скажет, что-то услышите, что-то увидите, где-то прочитаете. Ну, а кто-то прям, как знаете, осенит мысль, да, мне нужно это, либо мне нужно поступать именно так. Почему вы запутались? Ну, здесь какой-то информационный блок, либо поле какое-то информационное. Вот вы попали не туда, куда надо. Не тех послушали, не на тех посмотрели, какие-то заблуждения, какие-то ошибки, опять же ваши страхи, ваши сомнения. И вот оно все напуталось. Вот. И вы теперь в таком положении, как в коконе, сидите, и вроде и в коконе неудобно, и вылазить страшно. Да? Поэтому, мои хорошие, обратитесь к Создателю, обратитесь к высшим силам. Вы обязательно получите и подсказочку, и хороший советик, и правильное направление к действию. Вот. Не пренебрегайте, вот правда, не пренебрегайте. Создатель нас любит, никогда нас не оставляет, особенно если мы чистосердечно просим о помощи. Что касается второй ситуации, ну, например, интриги, сговоры вокруг вас, то здесь намного все сложнее. У кого-то отыграется соперничество, причем соперничество очень жесткое. Это может быть соперничество в любви, это может быть конкуренция, да, в делах, на работе, даже в дружбе тоже бывает. Вот. И здесь за вас очень конкретно взялись. Смотрите, вы долго игнорировали опасность, вы долго не замечали того, что, как говорится, над вашей головой сгущаются тучи. С одной стороны, вы виноваты, а с другой стороны, человек, который действует против вас, ну, скажем так, не стесняется ни в средствах, ни в возможностях, привлекает других людей, да, путем обмана, клеветы, подкупа, наговоров. Да? То есть здесь идет полномасштабное наступление на вас, на вашу личность, да, на ваше личное пространство. То есть, если говорить по-простому, от безнаказанности человек просто обнаглел. Понимаете? Вот никто ни по шее, ни по рукам не бьет, и человек думает, значит можно, значит я продолжаю делать гадости. Здесь будет очень нелегко выпутаться, потому что ситуация действительно уже зашла слишком далеко. Здесь вам, возможно, потребуется помощь других людей. Если есть близкие, там, будь то ваш партнер, будь то ваши дети, ваши родители, там, сестры, братья, друзья, подруги, близкие, привлекайте, не бойтесь, скажем так, пригрузить своими проблемами, не бойтесь попросить помощь, помощь вам будет очень и очень нужна. Знаете, тут даже помощь не физическая, а скорее моральная помощь вам нужна. Если дело касается каких-то более серьезных вопросов, здесь стоит обратиться в правоохранительные органы, стоит взять консультацию у юриста,
не знаю, записать заявление, там, сходить, подать жалобу. Да? Здесь не стесняться, не бояться не надо. Надо действительно действовать. Вот как с вами поступают, так и вы поступаете. А лучше старайтесь быть на шаг впереди. Поверьте, у вас очень хорошая светлая голова. Вы логически умеете мыслить. Вы умеете выстраивать сложные логические конструкции. Ну так пользуйтесь этим, пользуйтесь. Ваш враг, ваш недоброжелатель, да, либо ваш конкурент не настолько умный, как вы, и не настолько, скажем так, подкованный в этих вопросах. Человек просто идет нахрапом, напролом. Вот. Из-за этого получается. В ближайшие несколько недель, именно недель, если вы не будете лениться, если вы не будете, скажем так, побаиваться, да, если вы возьметесь за эту ситуацию, вы одолеете своего врага, своего конкурента, либо недоброжелателя. Вот сообща нужно с привлечением каких-то людей, либо каких-то органов, да, действовать, и тогда все получится. Вот. Не бойтесь проиграть сражение, бойтесь проиграть войну. Вот так вам идет. У вас прекрасные шансы выиграть эту войну и навсегда избавиться от этого человека, будь то про любовные отношения, будь то про какие-то другие виды отношений, сотрудничества, либо конкуренции. Здесь все получится. Не сидите, не молчите, не ждите, что кто-то придет и спасет. Нет, вы должны действовать, да, барахтаться в этой воде мутной, пытаться выплыть, звать на помощь. Поверьте, у вас все получится. Вот силы у вас есть. Все, что нужно для победы, у вас есть. Чего не хватает? Ну, конкретных шагов не хватает. Но так все получится. Так, кто-то у меня схлестнулся с системой. Система, может быть, даже какие-то госорганы. Вы боретесь за свои права, либо за права близкого человека, да, вашего близкого человека. Вас не хотят ни видеть, ни слышать. Все время какие-то там отписки, закрытые двери. Приходите завтра, а лучше через 100 лет. Много вы таких разворотов уже получили. Значит, мои хорошие, но правда, она, конечно, за вами. Эту правду будет очень сложно как вынести на свет Божий, но кто не сдается, кто мелкими шагами к своей цели идет, тот дойдет. Тот дойдет. Смотрите, у вас на ближайшее время будут какие-то встречи, либо вам удастся добиться встречи с каким-то высокопоставленным человеком, ну не знаю, чиновником, может быть, каким-то главным начальником всех начальников. Ну вот как счастливый случай идет, да, встретиться с этим человеком. Не упустите эту возможность и не стесняйтесь. В красках опишите, что с вами происходит, как вас футболят, как вам там отписки эти все выдают. Вот прям говорите как есть. Вот все, что вы понимаете, чувствуете, знаете, все это расскажите. Поверьте, насколько красочно вы передадите эту информацию, настолько будет оказана вам помощь. Если вы растеряетесь, испугаетесь, скажем так, зажметесь, ну, просто упустите эту возможность. Не бойтесь. Не бойтесь вы этих начальников, не бойтесь вы этих людей с высоким статусом. Они же такие люди, как и вы. Ну, ничем не отличаются. Да, повезло, добился, либо добилась. Ну и что? И дальше? В чем разница? Ну в чем колоссальная разница между вами и этим человеком? Ее просто нет. Вот. Если бы вы в свое время тоже бы озадачились этой целью, может быть, вы больше как бы статус имели, да, либо высшую должность занимали. Понимаете? Бояться не надо. Говорите все как есть. Такая возможность вам предоставится. Либо добьетесь аудиенции, либо, я не знаю, может быть, в коридоре где-нибудь там в госорганах столкнетесь. Вот. Не давайте спуска, рассказывайте все. Если надо жаловаться, жалуйтесь. Понимаете, вы для себя делаете, либо для своего близкого. Знаете, есть такое понятие брать глоткой, да, когда ты кричишь, когда ты там кулаками стучишь по столу, ты своего добиваешься. Вот в этой ситуации нужно именно поступить так. Громким криком, привлечением к себе внимания, к своей проблеме можно добиться и решить эту проблему. Идем дальше. Здесь у меня отношения. То есть женщина пытается мужчину вразумить, отвлечь от каких-то, не знаю, друзей, гулек, алкоголя, других женщин. Да, у кого-то и так отыграется.
А мужчина как будто бы съехал с катушек. Вот ничего его не берет. Ни призывы к совести, ни грустные глаза ваших детей, ни какие-то семейные проблемы. Ну, вообще, как чужой стал. Абсолютно чужой, холодный, как дегенерат. Вот честное слово. Страшно, обидно. И прям руки опускаются. Вот что делать, да? Что делать? Ну, как ему объяснить, что он не прав, да? Либо как его призвать к порядку? Вы уже и так, и сяк. Что вы только не делали? Вижу, что вы куда-то ходили, у кого-то совета просили, кому-то обращались за помощью. Тут вот, смотрите, с вашей стороны какие-то люди, ну, близкие люди, я так понимаю, да, прям руками разводят, говорят, ну, как больно, как страшно, вот что поделаешь. Вот сошел с ума, да, человек, и все, пиши пропало. Значит, мои хорошие, здесь очевидно на вашем мужчине какое-то воздействие. Воздействие больше похоже на приворот, и похоже еще по фактуре на сглаз, да, вот прям сглазили. Был хороший, ну, более-менее адекватный, да, хороших у нас не бывает. Адекватный был, да, а тут понесло, и чем дальше, тем хуже, и теряет человеческий облик, и вы тут бьетесь с ним, бьетесь, и ничего не меняется, только все ухудшается. Здесь нужно снимать либо глаз, либо вот этот приворот, который на него был сделан. Кто делал на него приворот? Это женщина, с кем он общается по работе. Либо он у нее работает, либо он с ней работает, либо он на нее работал, да, вплоть до того, что он мог пойти кому-то помочь по соседству, там, лампочку поменять, да, а она его чем-то напоила, подкормила, ну и, конечно же, могла и вслед что-то ему прошептать. Вот это было. Это было, и это работает, и это вашего мужчину просто уже до белочки доводит, да, до белого пушного зверька. Поверьте, если не снять, я не хочу, конечно, пугать, да, но ничего хорошего я не вижу. Он вообще сойдет с ума, уйдет в эти гульки, в этот безобразный образ жизни и, как говорится, пиши пропало. Загубит свою жизнь и вас за собой может потянуть. Ну, конечно, такой стресс пережить. Это страшно. Это страшно. Здесь надо принимать меры, снимать, молиться за него, чистить его. Вы можете, кстати, самостоятельно его чистить дома. Молитвы, понятно, храм открыт, иди и молись, как бы ничего тут сложного нет. Если у вас есть знакомые специалисты, кто именно специализируется на том, чтобы снять приворот, конечно же, идите, вам помогут. Ситуация поменяется. Если вы понимаете, о какой женщине я говорю конкретно, да, знаете, что это вот она, это ее имя, тогда старайтесь вот каждый день, не пропуская, каждый день по 9 раз на эту женщину читать 93-й псалом. Именно 93-й. Вот, это тоже вам как подспорье, хорошая помощь. Если мужчину поглазили, но поглазили его вот именно по соседству, могли, кстати, и знакомые поглазить. Опять же, женщина, образ женщины выходит. Возможно, она судьбой, жизнью обижена. Может быть, у нее мужчина какой-то никакой, либо мужчины в принципе нет. И по жизни как-то с мужчинами не везло. А вот она посмотрела на вашего, что он там работает, что-то делает, там старается. Вот. И так ей прям горько стало, и так ей завидно стало, что вот она вот эту негативную бомбу просто в него, ну не знаю, вкинула, да, прям в рот ему засунула. И все. И его поглазили, и пошел этот негатив, и ваш начал лениться, беситься, пить, гулять, ну, морально разлагаться. Вот и все. С глаз тоже нужно снимать. С глаз хорошо снимают восковые отливки, прям идеально. Святая вода хорошо помогает. Святую воду можно добавить и в чай, и в еду. В принципе, да, вещи его можно, вот носочки, понимаете, вот вы постирали и сполосните, либо полейте немножко святой водой, пусть высохнет, вот, пусть носит, это будет помогать. За здравие, как за болящего, поставить в храме свечу, тоже очень хорошо помогает. Но опять же, если есть специалисты знакомые, обращайтесь. Если вы знаете людей, кто отливает воском этот с глаз, идите, обращайтесь, вам помогут. Вы же на эту мою отсыпку попали, ваш же ангел привел, чтобы я вам дала совет, как вам поступить, как вам спасти свою семью, свои отношения, как спасти своего мужчину, ну и, конечно же, себя, да.
потому что для вас это очень болезненная ситуация. Так, треугольники. Здесь у меня кто-то в треугольнике. И треугольник такой вот прям странный. Он то треугольник, то две прямые. Две прямые, которые не могут пересечься. Значит, не пускают вашего мужчины. Опять же, там магией очень сильно его привязали. Там женщина... Не могу сказать, что она ведающая. Я могу сказать, что она слишком умная. Слишком умная. И этот мужчина даром не нужен. Он ей противный. Она его не любит, не ценит, обижает. Как, знаете, тошнит. Ее тошнит от него. Может быть, действительно, там он что-то делал ей нехорошее. А может быть, в принципе, она сама по себе такая. Тут подробностей мне, к сожалению, не показали. Да не очень хочется в этом ковыряться. Что вы должны знать? Этой женщине нужны деньги. Материальное благополучие. Она не хочет ничего сама делать, она не хочет работать, она не хочет в жизни чего-то добиваться. Ей хочется жить, отдыхать, да, и быть на содержании, да, на вечном содержании. Вот. Ради этой цели, да, спокойной, обеспеченной жизни, она готова на все. На все и сразу, понимаете? Поэтому будет держать, будет всяческими способами, методами. Тут не только, кстати, магия, тут еще шантаж может быть какой-то. Она будет его удерживать до последнего. Выход из этой ситуации, ну, бороться девочке, снимать, то, что она делает, снимать, отбрасывать, но это какой-то бесконечный процесс, бесконечный. Здесь вот в идеале от нее откупиться, да, то есть назначить ей какое-то пожизненное денежное содержание, там, переписать на нее имущество. Хотя, в принципе, тоже может быть мало. Здесь нужно именно договариваться. Договариваться или, кстати, да, может быть, вот вам нужно вот конкретно, да, понять, чего она боится. Чего она боится и что на нее может воздействовать. Может быть, взять консультацию у юриста. Может быть, не знаю, мужчина там ей должен пригрозить, что я там куда-нибудь там уеду, да, либо что-нибудь сделаю, пусть меня в тюрьму посадят, и ничего тебе не будет, ни алиментов, ничего. Понимаете, тут надо как-то так пригрозить. Вот. Она прям за деньгами аж трусится, аж трусится. Вот, для нее это важно. Мужчина любит вас, вы любите его. И вообще, знаете, как вы вообще должны были быть вместе. В какой-то момент, вот видите, она его себе забрала. Как будто бы судьбу вашу украла, а у него жизнь украла, его счастливую, с любимой женщиной. Не имела она на это права, но видите, как вышло. Девчонки, надо этим заниматься вопросом. В мужчине не сомневайтесь, он действительно любит вас и только вас. Он вам и половины не говорит от того, что она с ним там делает, чем она там ему угрожает и как она его третирует. Поверьте, ему там очень плохо. Очень и очень плохо. Вот. С этим нужно разбираться, и чем раньше, тем лучше. Так, еще момент. Момент какого-то одиночества. Мужчина где-то либо уехал куда-то, долго его нету. У кого-то отыграется, что мужчина погиб, да, его нет среди живых. И вот у меня женщина живет мыслями, воспоминаниями, ну, либо пустыми ожиданиями живет. Так, девочки, у кого мужчина погиб, ну, кто вдовица, получается, у меня, да? Вдова, не вдовица, вдова. Примите мои соболезнования. И второй момент, смотрите, видите, вот она, вы стоите, жизнь не замечаете, а вот этот человек, которого нет, видите, он вам с неба ручки тянет. Вы знаете, ваша жизнь личная, она скоро очень сильно поменяется. Тот, кого вы оплакиваете, тот, кого вы, ну, как бы и после смерти любите, он приведет в вашу жизнь мужчину, кому он сможет вас передать, как говорится, с рук в руки. Хорошего человека приведет. Смотрите, человек либо будет очень похож на того, кто погиб, либо, возможно, даже вот как в один день рождения, либо под одним знаком зодиака. Характер, там, повадки, понимаете, вот либо внешние, либо внутренние будут схожести очень сильные. В принципе, вы даже как путаться будете, да, путаться. Будет хотеться назвать этого нового именем вашего бывшего. Ай, мои хорошие.
вам прям как знак будет, да, что вот именно с этим мужчиной ваш любимый хотел бы вас видеть. Прям приведет, девочки, приведет. Это такой невероятный случай, невероятный. Вот кому будете рассказывать, никто верить не будет. Но это так и есть. Вы ведь все поймете. Кому-то даже любимый приснится и как, может быть, как картинкой покажет, может быть, даже словами скажет. Ну, вы все поймете. У вас новая жизнь начнется, новая жизнь новым человеком. Конечно, вы всю жизнь будете в памяти хранить воспоминания о своем усопшем любимом человеке. Но и, в принципе, по жизни будете счастливая, спокойная, довольная будете. Все будет хорошо. Так, кто у меня ждет, да, вот в ожидании любимого? Скорее всего, вы там то по телефону, то по интернету. Но ощущения, конечно, не те. Хочется быть вместе, хочется быть рядышком. Переживаете очень сильно, чтобы он там не подженился, чтобы не завел себе там пассию другую. Хоть он вам там рассказывает, что все нормально, все хорошо, вот, но у вас прям тревоги, переживания. Кто-то, может быть, вам в спину что-то шепчет, да, так невзначай, да, там доброжелательницы, да, все в жизни бывает. Значит, мои хорошие, ваш мужчина действительно вам не говорит все, как оно есть. Там у него очень много сложностей, очень много проблем. Он вас жалеет, он старается, чтобы вы не расстраивались, чтобы вы там сильно не переживали. Поверьте, ему там не до женщин. Не вот так я вам скажу. Там очень жестко, очень плохо и страшно. Ему там страшно. Если бы вы могли заглянуть к нему в голову, увидеть его сердце, вы бы ахнули. Он вами живет, понимаете? Вот ваш образ, ваша вот эта переписочка, какие-то смс-очки, они же ему жить помогают, понимаете? Как стимул жить дальше. Поэтому, девочки, не надо с ним там ссориться, ругаться, не надо его там чем-то обвинять, подозревать, либо дурное думать. Вы лучше почаще его поддерживайте. Той же смс-очкой, тем же смайликом, не знаю, звоночком. Вот. Не отвечает, а вы все равно пишите, пишите хорошее, пишите доброе. Поверьте, ваши эти смс-ки, ваши слова, они ему, вернее, да, жизнь спасают, понимаете, стимулируют, мотивируют, и он борется за свое выживание и за то, чтобы к вам вернуться. Мне сложно представить, что это за место, где он находится, но это очень похоже на ад, если честно. Когда-нибудь, когда он вернется, он, конечно, вам расскажет, и волосы будут шевелиться и на голове, и на руках, и на ногах. Но это уже будет другая история. Он будет рядом, в принципе, как все будет хорошо. Вот. Доверьтесь ему, он вас не обманывает. Вот действительно, нет лжи, нет каких-то там гулек, морального разложения, этого ничего нет. Наоборот, там все очень жестко и плохо. Поддержка нужна. Так, идем дальше. Работа. Работа. Ну, как-то с работой совсем не везет, да. Куда хочется, там не подступишься. Куда не хочется, где плохие условия, там вам рады. Вот. И вы вот прям маетесь, и ситуация такая с деньгами сложная, что вроде как надо выходить, и вы уже себя прям уговариваете, говорите, ну иди туда, куда берут, туда, куда хочешь, ну, сложно попасть. Мои хорошие, тут какой-то блок у вас стоит, ну действительно блок. Может быть психологические, может быть какие-то неверные ваши решения. Вам бы хороший обрядик либо ритуал сделать вот именно на работу, чтобы найти себе работу, чтобы денежку получать, да, чтобы кошелечек наполнялся. Вот здесь надо что-то делать. Обязательно надо делать. Если вы знаете, если вы умеете, либо если вы знаете, к кому обратиться, сделайте себе, пожалуйста, сделайте, и все поменяется. Но только делайте на новую луну, на растущую луну. Это очень важно. Очень много шарлатанов развелось, которые готовы предоставлять, как говорится, услуги и днем, и ночью, в любое время суток. Вот. Это все неправильно. Денежные обряды, денежные, вот, работа, здоровье, деньги,
Это все делается только лишь на новую луну. Причем люди стараются сделать именно на первую четверть. Да, первая четверть. Поэтому ищите людей, которые в этом разбираются, которые могут действительно вам сделать. Я обещать не буду, может быть, немножко попозже я запишу, вот на работу именно запишу, да, чтобы найти хорошую работу. Хотя, судя по моему прошлому ритуалу, интереса особого нет к ним. Вот, ну, мало ли, может, кому-то пригодится. Так. Вот через какое-то действие у вас работа хорошая появляется. Но я так понимаю, что нужно что-то вот прям предпринять, что-то сделать. Но у одних отыграется 100%, что нужно сделать себе ритуал на привлечение хорошей работы, а у других еще дополнительно отыграется, что нужно, возможно, обратиться в какое-то агентство, да, вот по подбору, поиску персонала, может быть, через каких-то людей, которые в этом бизнесе, в этой работе у вас получится. Здесь действие нужно. Определенно нужно от вас действие. Так, здесь у меня женщина с ребенком куда-то собралась. Вот прям на нервах вся, думает, все, уезжаю, переезжаю, не могу. Сил моих больше нет. Что-то вот не нравится. Не нравится, с чем-то вы не готовы смириться, что-то вы не готовы принять. В каких-то иллюзиях вы долго жили, разочаровываться вы начали постепенно, все себя сдерживали, а тут после какого-то события прям нахлынуло. Хочется все бросить и уехать именно. Значит, мои хорошие, не психуйте, не нервничайте, ехать вам сейчас никуда не стоит, вообще противопоказано куда-то выезжать. То, что с вами происходит, это еще не самое страшное и даже близко не страшное. Просто вы на нервах. Вот это нервы такую шутку с вами играют злую. Возьмите, успокойтесь. Не знаю, попейте водички, почаще гуляйте на улице. Не знаю, сериал какой-нибудь там скачайте и посмотрите все серии без остановки. Вам нужно продохнуть, вам нужно немножко отвлечься. То, что вы хотите все бросить, но вы будете рисковать, вы будете очень рисковать собой, своим ребенком, либо своими детьми. Сейчас ехать нельзя. У многих из вас даже и не получится уехать. Вас высшие просто не пустят. Не пустят. Вот заблокируют вам путь-дорожку и все, скажут, сиди на месте. Блоки от высших сил достаточно жесткие. Вы знаете, от потери, например, денег до какой-то болезни, которая не позволяет встать на ноги. Вот резко, да, резко человек болеет. Поэтому лучше не рискуйте, я вас предупредила. Я вас предупредила. Я даже вот с вами сейчас поделюсь своим личным опытом. У меня была похожая ситуация. Я очень хотела попасть на одно мероприятие, прям готовилась к нему, там, как говорится, да, и там и наряд приготовила. Но несколько предупреждений я получила и знаками, и так себя просмотрела, что идти мне туда не стоит. Вот. Думаю, ну ничего страшного, схожу. И вы знаете, за день до этого мероприятия я просто свалилась с ангиной. При этом все мои домашние, никто не заболел. Никто, понимаете, никто. И я до этого практически даже никуда не выходила из дома. И вот на ровном месте у меня была ангина. Такая, что температура под 40. И как раз за день до мероприятия, в день этого мероприятия у меня вот именно была высокая температура. Я вот в бреду лежала в кровати. А потом все быстренько прошло. Да. Вот такая история. Вот. Не рискуйте такими предупреждениями. Поверьте, высшие силы шутить не будут. У них все быстро, резко и жестко. Так, вы обязательно съездите куда вам надо, но не сейчас. Это будет немножко попозже. Возможно, даже в следующем году. В начале следующего года. Так, дальше идем. Покупка, важная покупка. Покупка, может быть, какого-то имущества, может быть, транспортное средство, но что-то такое серьезное. Почему вы спешите? Вы спешите совершить эту покупку. Либо какая-то острая необходимость, либо это сугубо ваше мнение, что нужно прямо здесь и сейчас. Если есть возможность подождать, лучше подождите. Что-то поменяется в ближайшее время, и, возможно, вы сможете приобрести не одну покупку, а несколько. Да? Настолько, например, упадут цены, как дешевизна пойдет. Да?
Либо вы приобретете, еще значительная сумма денег у вас останется. Если вам сейчас уже кто-то что-то предлагает, и вам это очень и очень нравится, но человек вас подгоняет и говорит: давай скорее оформляем документы, там все делаем, не поленитесь, закажите дополнительную проверку. Проверку на, скажем так, на право собственности, проверку не под арестом ли то или иное там, не знаю, имущество, транспортное средство. Потому что эта спешка, она не просто так. Не просто так. Вас могут просто втянуть в какую-то теневую сделку, где у вас заберут деньги, а потом на вас навесит кучу проблем, да, чтобы что-то кому-то доказывать, разбираться, там, снимать аресты, там, доказывать состоятельность сделки и прочее, прочее. Вот. Не ленитесь, проверяйте, потому что здесь что-то нечисто. Абсолютно нечисто. Человек вот прям пытается что-то скрыть, как говорится, глаза замылить. И если, еще раз говорю, есть возможность подождать, лучше подождите. Что-то будет с ценами. Упадут цены, там, скидки какие-то пойдут, да, можно будет приобрести гораздо дешевле. Вот это будет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.